Вы смотрите специальный выпуск программы «Время новостей». Меня зовут Анна Зубарева. Здравствуйте. Глава региона Владимир Уйба записал видеообращение для жителей Коми. Бурлунда Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу о направлении инициативное бюджетирование. Это финансовый механизм, который позволяет вкладывать бюджетные деньги в решение тех задач, которые, по вашему мнению, являются приоритетными. Практика успешно применяется в регионе с 2016 года, и многолетний опыт показал, что жители республики выступают с инициативами и работают сообща с властью, решая местные приоритетные задачи. Мы стараемся дать людям как можно больше возможностей реализовать свои идеи и предложения, и сегодня в республике уже внедрены 3 практики инициативного бюджетирования. Это известная всем программа «Народный бюджет», «Народная инициатива» и инициативные проекты. Буквально по несколько слов расскажу о каждом. Программа «Народный бюджет» реализуется в республике с 2016 года. Совместная работа органов власти всех уровней, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества и граждан решает очень много острых, наболевших вопросов местного значения, и с каждым годом проект набирает все больше и больше обороты. Объем республиканского финансирования на реализацию народных проектов с начала реализации этой программы вырос более чем 7,6 раза. Начинали мы с финансирования в 36 миллионов рублей, а сегодня эта программа составляет 324 миллиона рублей. Более чем в 2 раза увеличилось число приоритетных направлений. Стоимость проекта мы подняли с 300 тысяч до 1 миллиона рублей. В реализацию проекта увлечена половина населенных пунктов республики, а благополучателями стала половина населения региона. Всего с 2016 года реализовано 1256 проектов. Более того, правительство Республики Коми решило поощрять те муниципалитеты, которые приняли самое активное участие в реализации проекта «Народный бюджет», и расширить участие граждан в решении социально значимых вопросов. Поэтому с 2020 года началась реализация второго направления инициативного бюджетирования. Это проект «Народная инициатива». Он помогает незамедлительно реагировать на решение острых текущих проблем на местах. Гранты получают те муниципальные образования, которые в течение 3 лет подряд занимались активной реализацией народных проектов в рамках народного бюджета. В 2021 году на реализацию народных инициатив из бюджета республики было выделено 40 миллионов рублей, а уже в 2022 году предусмотрено 70 миллионов рублей с нарастающим итогом 2023-2024 годов по 90 миллионов рублей. С прошлого года в рамках поручения президента России мы запустили еще одно направление, 3 – инициативные проекты. Цель этих проектов – реализовать инициативы граждан, направленные на решение вопросов местного значения, которые не были охвачены народным бюджетом. Реализация данного направления запланирована начиная с 2023 года, и объем финансирования составил 20 миллионов рублей. В совокупности 3 практики позволяют решать множество проблем непосредственно в одном населенном пункте. Проект «Народный бюджет» направлен на реализацию масштабных задач и финансируется исключительно за счет государственных программ, поэтому программы реализуются на следующий год после включения их в план. И они касаются, например, создания новых производств, модернизация или ремонт объектов. Народные инициативы реализуются в течение 1 года по мере выявления острой проблемы и которые требуют быстрого реагирования. Например, были выполнены консервационные работы по сохранению колокольни в Выжимском районе, проведение государственной экспертизы пристройки к средней школе в Карткиросе. А новое направление, инициативные проекты, будут закрывать
местные задачи, которые было невозможно охватить народным проектом «Народный бюджет». На этом у меня сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга. До следующей встречи. Ставбурсы. Это был специальный выпуск программы «Время новостей». Всего вам доброго и до встречи в эфире.